Более 6 тысяч кыргызстанцев умирают ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака. Это сердечно-сосудистые, онкологические и бронхолегочные неинфекционные заболевания. Рак легких тоже насчитывает несколько различных морфологических разновидностей. Мелкоклеточный рак, который агрессивно течет, быстро заканчивается летальным исходом в течение 1 года. Да? Часто метастазирует, к сожалению, в головной мозг. И мы больных пациентов теряем. Более 70% занимает не мелкоклеточный рак, а плоскоклеточный, бронхоальвеолярные и другие виды, последние годы описанные с мутациями. Глобальный опрос потребления табака, проведенный в 2019 году в 60 школах страны, свидетельствует о недостаточно проводимой политике по борьбе против курения. Исследование показало, что около 7,5–8% школьников в возрасте 13–15 лет потребляют табачные изделия, в результате чего выявлена зависимость. Так, медики призывают власти поддержать законопроект о защите прав граждан на жизнь без курения. Это очень важный для жизни и здоровья кыргызстанцев законопроект. Принятие и реализация комплекса неналоговых мер, заложенных в этом законе, даст снижение уровня потребления табачных изделий на 25%. В последующем снижение заболеваемости и смертности, связанных с табаком. Кроме этого, отмечено, что в законопроекте содержатся меры, которые показали свою эффективность в других странах, таких как Россия и Китай. 300 тысяч в год умирает от последствий потребления табака, им нужно 300 тысяч новых клиентов. И найдут они их среди молодежи. Бизнес ничего личного. И поэтому это все должны понимать. Молодое поколение должно все-таки понимать, если они себя уважают и критически, и думают, что они взрослые, то есть мыслят критически и понимают последствия своих действий, конечно же, должны принимать решения. Платить деньги за то, что они получают заболевания, поступать, скажем так, неразумно. Либо идти на поводу маркетинга, который табачные компании используют и продвигают. 29 июля этого года парламент принял закон о защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма. Законопроект защищает право на здоровье и чистый воздух. В настоящее время документ рассматривается в администрации президента. Чолпон Медетбекова, Азамат Кадыртоктоев, Алато 24.